Студия Романа Пестерева представляет. С древних времен якуты всегда отмечали праздник Эсэх, когда жители нашего края переживали холодную зиму, встречали наступление лета, начало Нового года. Это все сопровождалось большим празднеством белого изобилия. В столице республики в 20-й юбилейный раз прошел Эсэх Туймады, посвященный 385-летию со дня образования города Якутска и вхождения Якутии в состав российского государства. В дни праздника священную местность Усть-Хатын посетили свыше 180 тысяч жителей и гостей столицы, приехавших из различных регионов России, а также зарубежных стран. Торжественная церемония открытия прошла в центре Кумусапития Тунах на 15 тысяч посадочных мест и состояла из 9 древних обрядов народа Саха, театрализованного представления о временах Тыгандархана и кругового танца Асохай. В открытии праздника было задействовано порядка 2000 человек, включая представителей творческих и самодеятельных коллективов, вокальных и танцевальных ансамблей, национальных общин и диаспор. Участие в представлении также приняли лошади, олени и коровы. С приветственной речью выступили первый президент и государственный советник республики Михаил Николаев, глава республики Егор Борисов, глава города Якутска Айсен Николаев, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и мэр города Кызыл Дина Аюн. Одним из ярчайших событий праздника стало установление рекорда Гиннесса «Наследие Туймады» по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде, ради которого в центре Кумусапити собрались 16 620 человек. Они показали всему миру свое единство, самобытность и стремление к прекрасному. Рекорд зафиксировал официальный судья штаб-квартиры книги рекордов Гиннесса Правин Пател. Попытка проведения рекорда должна была состояться в ограниченной зоне, и все участники рекорда Гиннесса должны были оставаться на своем месте в течение всего рекорда. Итак, количество 16
620 человек приняли участие в установлении рекорда. Вы являетесь обладателями нового рекорда Гиннесса. Самое большое количество людей в традиционной национальной якутской одежде! Всех нас поздравляю с установлением рекорда Гиннесса. 16 620 человек. Это очень хорошее количество. Я счастлив от того, что люди сплотились вокруг этой идеи вывода нашего национального костюма на международный уровень. И я с каждым разом убеждаюсь все больше и больше, что вот эти рекорды Гиннесса, которые мы уже 4-й раз здесь устанавливаем, они на самом деле для нашей городской общности, для жителей города Якутска делают очень много для их сплочения. В этот день прошло подписание соглашения между администрацией города Якутска и администрацией города Танжин провинции Чхончхон-Намдо Республики Корея об установлении дружественных отношений, а также между городским округом город Якутск Республики Саха-Якутия и городским округом город Кызыл Республики Тыва о дружбе и сотрудничестве. Кумыс – это главный сакральный символ на празднестве Ысых. Это священный напиток и символ Эльге – белой благодати и изобилия. Вот уже 3 года подряд в дни Ысыха Туймады проводится международный фестиваль кумыса «Божественный напиток» с целью сохранения и развития национальных традиций кумысоделия, возрождения и популяризации напитка как основного продукта здорового питания. Международный статус мероприятия обеспечивает обмен традициями между тюркоязычными народами по изготовлению кумыса. На юбилейном Ысыхе был проведен 3-й республиканский конкурс «Хамуско». В нем приняли участие 9 девушек, представлявших Вилюйский, Намский, Устьялданский, Устьянский, Сунтарский улусы и город Якутск. Чарующие звуки этого удивительного инструмента якутского варгана очаровали всех слушателей. Народ Саха помнит исторические времена, когда предводитель Дыгын устраивал на Ысыхе состязания для богатырей-батуров. Самые сильные и ловкие удостаивались высоких почестей. Эта традиция сохранилась и по сей день. Ежегодно на Ысыхе Туймады проводятся игры Дыгына. В этом году участниками многоборья стали 12 сильнейших спортсменов республики и состязались в 6 дисциплинах. По итогам зрелищной борьбы звание победителя досталось уроженцу Хангаласского улуса Егору Филиппову. Зародившееся в глубокой древности искусство верховой езды и поныне сохраняет свою популярность. Во время национального праздника традиционно конные скачки прошли на ипподроме Джигэгэй. Забег на призы главы города с большим отрывом выиграла команда из Верхневилюйского улуса. Победу в забеге в дистанции 2400 метров на призы Илдархана одержала скаковая лошадь из Чурапчинского улуса Мэйн Коник. Одним из важнейших составляющих праздника Ысыха Туймады является обряд встречи солнца. 1000 человек, протянув руки к светилу, зарядились энергией, следуя традициям предков. Ысых Туймады завершился обрядом благословения Алгысом. Участники торжества поблагодарили Урюн-Айы за праздник белого изобилия и попрощались до следующего года. Уруй Айхал!